Говорит председатель Чкаловского горосполкома Александр Иванович Борода. Город Чкаловск образован 10 августа 1956 года постановлением Президиума Верховного Совета нашей республики. Ну, по своему возрасту он очень и очень молодой, если сравнивать с Худжантом, с Суратюбе, Таджикентом. Но, тем не менее, у него есть своя история, небольшая, но есть. Она связана с предприятием, которое расположено здесь. Предприятие было закрыто до определенного времени. Сейчас никаких секретов нет. Да, официально городом Чкаловск стал именоваться только в 1956 году. Но был он и ранее, хотя на географических картах не был обозначен. Многие его называли уважительно «соцгород», «социалистический». Так он назывался по существу. Здесь все было особое. Обеспечение, сообразное нелегкому труду его обитателей. Особый режим, продиктованный закрытостью основного производства. В 40-х годах, сразу после войны, это был небольшой поселок, одно- и двухэтажных зданий, построенных в стиле того времени. Ветеран труда Иван Федорович Гусенков вспоминает. Я приехал сюда в 48-м, 14 июня. Вот. Мне было тогда полных 17 лет. Чкаловск уже давно не называют соцгородом. Сегодня это красивый, современный город. Впрочем, посмотрите сами. Последние годы изменился не только внешний облик города. Изменения, и очень значительные, внесла конверсия, буквально ворвавшаяся в жизнь горожан. Но труженики города, привыкшие к напряженному трудовому ритму, высокой дисциплине, быстро сумели переориентировать производство. Чкаловский машиностроительный завод, входящий в производственное объединение «Восток-Редмет», имеет штат высококлассных специалистов и оснащен современной технологией. Большая часть выпускаемой заводом продукции предназначена для народного хозяйства. Это горное оборудование для добывающей промышленности. Товары народного потребления. Сантехнические изделия из пластмассы
пользуется большим спросом во многих регионах Содружества независимых государств, связи с которыми еще поддерживаются. Оборудование для предприятий общественного питания также не залеживается на складах. Недавно на заводе начали ремонтировать пассажирские вагоны. Это заказ Среднеазиатской железной дороги. Не останавливается литейное производство на заводе. Пассажирские автобусы «Таджикистан» можно встретить на многих дорогах нашей республики и далеко за ее пределами. Ходовая часть автобуса поступает на завод из московского автогиганта ЗИЛ, а здесь уже изготавливают кузов, сиденья и все прочее. Недалек тот день, когда предприятие станет большим самостоятельным автозаводом, где будут выпускаться не только автобусы, но и другие виды автомобилей. Конверсия внесла коррективы и в работу Центральной лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматизации. Среди ее заказчиков Таджикский алюминиевый завод, Волжский завод цементного машиностроения и многие другие предприятия. Делают здесь и небольшие инкубаторы. Мебель, которую изготавливают здесь, в Чкаловске, в магазинах застать трудно. Раскупают моментально. Высокое качество изделий – это результат прежде всего мастерства и высокого чувства ответственности за свой труд всего коллектива деревообрабатывающего комбината. Большую работу в наше трудное время перехода к рыночной экономике проводит в городе Ассоциация предприятий и кооперативов города. Наиболее плодотворно действует агростроительная фирма «Азия», руководит которой опытный инженер Алик Пак. Фирма систематически вносит немалый вклад в благотворительность, помогая многим малоимущим семьям в городе. Геннадия Семеновича Кийца и его сына знают во всем городе. Они большие мастера по ремонту радио и телеаппаратуры. Организованная ими мастерская также входит в ассоциацию, председатель которой Виктор Павлович Ляцкий оказал им большую помощь в становлении семейных. Деловые связи установились у ассоциации с директором Среднеазиатского политехнического техникума Евгением Васильевичем Лощенко. Техникум образован еще в 1949 году, и сегодня он является одним из крупнейших средних специальных учебных заведений Таджикистана.
На дневных и заочных его отделениях обучается около 2500 учащихся. Техникум располагает мощной учебной базой. Более 35 кабинетов и лабораторий дают учащимся хорошую практическую подготовку. Приобщение к наукам, технике, культуре начинается в нашем городе со школьной скамьи. Можно смело сказать, что такого детского дома культуры нет ни в одном городе республики. Среди учеников детской музыкальной школы, расположенной в этом прекрасном здании, много лауреатов республиканских и всесоюзных конкурсов. Средние школы Чкаловска также выгодно отличаются от других не только красочными интерьерами и необходимым оснащением. Позив, то азбахоне, in cada zibor, in cada pahmon, gustorul harcos, de luxu basios. Nu, d'un harta luna, d'un hart patrona, nu casa vom as, bas luna. Vitios soda, vitios șerit, vitios debo, vitios ranzir. Забота об учебе и отдыхе детей является одной из главных в деятельности руководства городом. И оно совместно с предприятиями объединения «Восток-Редмет» делает очень многое для ребят. Пионерский лагерь «Орленок» на берегу Кайракумского моря существует уже 20 лет. В одну смену в нем отдыхают свыше 640 детей. В Чкаловске делается все для того, чтобы детство ребят было поистине счастливым. Милые дети, мальчишки и девчонки, разрешите вас поздравить с Международным днем защиты детей. Пожелать вам улыбок, счастья, всего самого доброго, чтобы вас любили ваши родители, дедушки, бабушки и все взрослые. Так поздравила детей с праздником заместитель председателя горосполкома Любовь Григорьевна Шорохова. С заботой о детях был создан в городе 42 года назад первый в республике кукольный театр. Много радостных минут доставил он детворе во многих уголках Таджикистана и за его пределами. Широко известен и драматический театр имени Пушкина. Гордостью чкаловцев является Дворец культуры, один из наиболее крупных в республике. Хорошо трудиться, хорошо отдыхать – это не просто лозунг для жителей города. Для них построены дома отдыха, пансионаты, отведены пляжи на живописных берегах Кайракумского моря. Создано много спортивных баз, стадионов, плавательные бассейны. К заботе о здоровье трудящихся, особенно во время экономического неравновесия, в городе относятся весьма серьезно. Огромная поликлиника, обширный больничный комплекс оснащены самым современным медицинским оборудованием.
здоровье трудящегося человека является первоочередной проблемой, стоящей перед руководителями города. Облегчить жизнь людей в наше трудное время перехода к рыночной экономике, защитить малоимущих, особенно ветеранов, детей – вот что более всего беспокоит членов исполкома города. И делается немало. Горосполком изыскивает средства для оказания помощи ветеранам и другим, строго следит за порядком в торговле, в обеспечении горожан необходимыми товарами. Заместителя председателя исполкома Хамзу Хамидовича Надырова вместе с коллегами часто можно увидеть на улицах города. В народе говорят: хочешь узнать, как работает исполком, зайди в магазин. На наш взгляд, эти кадры не нуждаются в комментариях. Любовь к детям, истинное уважение к трудящемуся человеку – это главное в деятельности Чкаловского горосполкома и городского совета ветеранов войны и труда. Но ветераны, отдавая дань памяти прошлого, принимают активное участие в сегодняшней жизни города. Города молодого, деятельного, сердце которого бьется ритмично и громко, и открыто всем. Исполкомом принимаются все меры для того, чтобы наши жители нашего города перенесли эти тяжести, которые выпали в сегодняшний день и время на всех нас. Двери исполнительного комитета открыты для всех, и мы постараемся решать, по мере возможности, естественно, те проблемы, которые возникают у каждого жителя нашего города, с тем, чтобы жизнь-то была достойна нашего человека, нашего жителя нашей республики. Поэтому, пожалуйста, в любое время приходите, приезжайте, мы всегда рады и гостям, и посетителям. Домом благополучия и счастья называют сегодня наш город. И дом этот расширяется и растет.